Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надиры Бекирова вы узнаете, кто такие коренные народы с точки зрения международного права и как эти критерии применимы к крымским татарам, караимам и крымчакам. В связи с историей народов Крыма и в связи с историей культуры Крыма, крымской культуры, в последние десятилетия очень много говорят о коренных народах или об их отсутствии. Я полагаю, что, к сожалению, при том, что слов много, на территории России, Украины и всего бывшего Советского Союза довольно мало людей, которые разбираются именно в правовом аспекте этого явления, которое уже получило свое развитие в международном праве и закрепление в разных международных правовых документах разной силы и разного уровня. И поэтому я хочу познакомить тех, кого интересует история народов Крыма, еще и с тем, как современное международное право трактует понятие коренной народ, какой смысл в него вкладывается, какие общественные явления попадают под это определение. Такое выражение, как коренной народ, весьма широко используется в общественном пространстве, причем говорят, как попало, когда и где угодно. Пожалуй, только термин геноцид употребляется более часто. Но прежде чем вести речь о коренных народах и их судьбах, в действительности надо в первую очередь разобраться со значением понятия «коренной народ», так как это принято в современном мире. Нужно иметь в виду, что есть международно-правовое определение коренного народа. Причем оно достаточно заметно отличается от обыденных представлений на эту тему. А ведь даже специалисты, например, историки, политологи, как правило, часто оказываются незнакомы с международно-правовой теорией коренных народов и потому допускают неточности, иногда и грубые ошибки в своих трактовках этого вопроса. Надо начать с того, что есть два достаточно строгих определения, которые на протяжении десятилетий уже используются ООН и другими международными организациями в случаях, когда им нужно рассмотреть какую-либо проблему или ситуацию, связанную с коренными народами. Понятие «коренной народ» появилось в политологии, правоведении и культурологии относительно недавно. Долгое время коренные народы отождествлялись с национальными или этническими меньшинствами. Однако к настоящему времени это понятие не только прочно утвердилось в международно-правовой теории и документах системы ООН, но даже в 2007 году Генеральная ассамблея ООН утвердила текст Декларации ООН о правах коренных народов, одного из наиболее прогрессивных документов о правах человека, принятым в последние десятилетия. Есть несколько попыток дать определение коренному народу. Классическим считается определение, данное в 1982 году специальным докладчиком по проблеме дискриминации коренного населения для подкомиссии ООН по предупреждению дискриминации и защите меньшинств господином Хосе Мартинесом Кобо. Дальше цитата. Коренное население – это коренные общины, народности и нации, сохраняющие историческую преемственность с теми обществами, которые существовали до вторжения завоевателей и введения колониальной системы и развивались на своих собственных территориях, считающие себя отличающимся от других слоев общества, преобладающих в настоящее время на этих территориях или на части этих территорий. Они составляют свои общества, не являющиеся доминирующими, и хотят сохранить, развивать и передать будущим поколениям территорию своих предков и свою этническую самобытность в качестве основы для продолжения своего существования как народа в соответствии со своими собственными культурными особенностями, социальными институтами и правовыми системами. Эта историческая преемственность может состоять в сохранении в течение длительного периода, включающего настоящее время, одного или более из следующих факторов. Или там английский текст A. Проживание на землях предков или, по крайней мере, на части этих земель. B.
Общее происхождение с группами, первоначально занимавшими эти земли. Си. Общая культура в целом или в смысле некоторых ее конкретных проявлений, таких как религия, племенной образ жизни, принадлежность определенной общине коренного населения, одежда, средства существования, образ жизни и так далее. Ди. Язык, используемый как единственный язык, родной язык, обычное средство общения дома или в семье, либо как основной, предпочитаемый обычный общий или нормальный язык. И. Проживание в определенных районах страны или определенных регионах мира. F. Прочие, относящиеся к делу факторы. В связи с этим мне бы хотелось прокомментировать это определение и посмотреть, прилагается ли оно в частности к крымским татарам и другим коренным народам Крыма. Давайте разберемся. Обращаю ваше внимание на выражение общины, народности и нации. Как вы понимаете, очень разные. Из определения данного КОБа видно, что к коренному населению могут относиться как небольшие общины, так и более многочисленные сообщества, народности и нации. Община – это относительно небольшая, устойчивая группа людей, живущих, допустим, в одной или нескольких деревнях на какой-то небольшой территории. Такие случаи в истории коренных народов встречаются, но понятное дело, что к крымским татарам это не относится. Крымские татары живут по всей территории Крыма, и их численность насчитывает сотни тысяч людей. Однако в Крыму есть другие коренные народы, которые как раз можно характеризовать как коренные общины. Например, крымчаки традиционно проживали в 3 основных общинах, находившихся в городах Кефе или Кафа, Феодосия, Старом Крыму и Карасу-Базаре. Какие-то их группы жили также исторически в Бахчисарае и Мангуб-Кале, но все-таки меньшие. Второй субъект, который указывается в этом исследовании определения Хасса-Мартинеса Кобаса, это народность. Но тут необходима оговорка для правильного понимания. Дело в том, что само исследование, сам доклад писались не на русском языке, хотя русский язык – это официальный язык ООН, но вот этот перевод на русский – это не оригинал. А оригинал был написан на английском языке. И там, где русский перевод использует выражение нации, общины, нации, народности, в английском варианте написано общины, communities, народы, peoples и нации, nations. То есть, если посмотреть перевод слова «народность» русского на английский язык, ты можешь получить все, что угодно. Nationality, что чаще обозначается как для обозначения гражданства, или peoplehood, или populace, но никак не people. То есть в данном случае речь идет, что слово people на русский как народность переводиться не должно. Я думаю, что здесь сыграла свою роль привычка русских переводчиков, чаще всего я сам убеждался в этом на личном опыте, что стараются брать переводчиков, представителей той национальности, того народа, для которого этот язык родной, носителем которого он является. И поэтому, поскольку в русском языке вот это выражение «народность» очень широко распространено, а в английском как раз нет, очень редко употребляется. Я, честно говоря, адекватно вот то, что по-русски называется народность, на английском практически не встречал за всю мою жизнь и при чтении документов ООН, то я так полагаю, что слово people или peoples, народы на английском, были переведены как народность на русский в силу того, что это более привычное для носителей русского языка выражение для обозначения, как бы это сказать, не совсем народов. Вот вроде и народ, а вроде и не поймешь что. Это очень такое российское, русское, советское словоупотребление. Когда, собственно говоря, вот какой-то народ
с точки зрения автора недооценивался как некая самостоятельная единица, его часто обозначали как народность. Чаще всего в силу малочисленности, а иногда в силу с точки зрения русскоязычного автора, в силу его неразвитости. И вот как бы язык не поворачивался, рука не поднималась перевести так, как это говорится по-английски, переводство, то есть народы, а заведомое отношение к коренным народам как к чему-то такому второстепенному, оно и подтолкнуло к тому, чтобы найти более удачный с точки зрения русскоязычного переводчика вариант народность, который совершенно не соответствует в данном случае английскому тексту. В российской этнографии его используют для описания какого-то относительно небольшого по численности народа, который проживает в какой-то стране или регионе, но не обладает своим государством, иногда живет вперемешку с другими национальностями. Но на самом-то деле оригинально там речь идет о народах, потому что с точки зрения международного права какой-либо ущербности, правовой или политической, в силу малочисленности никакой народ не обладает. Ну, к крымским татарам, конечно же, это не относится, потому что есть третий субъект, который упоминается в определении – это нации. Что такое нация? По этому поводу ведется много далеко не самых здравых рассуждений. В свое время вслед за марксистами, хотя это было не только у Карла Маркса, это была общая тенденция в европейской научной мысли XIX века, было принято характеризовать нации как продукт развития товарно-денежных отношений, общенационального рынка, на базе которого создавались национальные государства Европы. Та же Франция, Германия, Испания, Италия и так далее. Но этот подход нельзя считать абсолютно верным, потому что любое классическое национальное государство в европейском смысле, допустим, Франция, сначала складывалась как территориально-политическая общность, а вошедшие в нее этнические единицы, такие ее части, как Прованс, Бургундия или Британь, когда-то были населены этносами, достаточно сильно отличающимися от французов, и были подчинены центральной власти силой оружия, прямым завоеванием. Там есть целая серия «Бургундские войны» в истории Франции. И если сейчас в Бургундии или в Провансе относительно общефранцузское самосознание, то в Бретани у части населения сохранилось особое этническое сознание. Бретонцы не вполне себя считают французами. Ну да, французы, но вообще-то мы прежде всего бретонцы. Если говорить об Испании, то достаточно вспомнить пример ее национальных окраин, стремящихся к отделению, таких как страна басков или Каталония. Но в последние десятилетия был заключен, так сказать, компромисс между народами этих территорий и центральным правительством. Им представлена очень широкая автономия. Тем не менее, если вы возьмете обычного баска, он скажет: нет, я не испанец, я баск. Если взять такое государство, как Бельгия, то надо начать с того, что ее название восходит к белгам, группе кельтских племен, которых в настоящее время уже не существует. Причем не существует уже более 1000 лет. Но зато существуют фламандцы, которые в основном имеют германское происхождение, и валлоны, которые, по сути, французы, являющиеся романо-гальским осколком. Оба эти народа живут в рамках единого так называемого национального государства бельгийского. Можно вспомнить фризов в Нидерландах, лужицких сорбов в Германии, самих же немцев в Тироле, в Италии, саамов в скандинавских странах, инуитов, или чаще в России их называют эскимосами, в Дании, но точнее не в Дании, а в Гренландии, которая отделена от Дании Атлантическим океаном. Едва ли не в каждом европейском государстве нации есть этносы, которые не являются переселенцами из других стран и территорий, то есть национальными меньшинствами,
а жили в этих странах еще до образования современных национальных государств и являются потомками или их более раннего населения, или были включены в состав этих государств, в общем-то, без спроса у них самих, силой оружия или международных договоров, в которых они чаще всего сами не участвовали. В этом смысле нация, как обозначение этноса, который якобы сложился на основе общности экономической жизни или литературного языка, миф или по-научному фикция, удобная для самих европейских политиков и ученых, которым так проще жить и управлять страной. Полностью однородных в этническом отношении национальных государств, так называемых национальных западноевропейских государств, не существует. Рассуждение о нациях-государствах – это политическая спекуляция. Но в XIX веке, когда складывались современные европейские государства, их властям было так удобно. Можно было, закрыв свои внешние границы, проводить ассимиляционную политику, заявляя остальному миру о недопустимости вмешательства во внутренние дела. Собственно говоря, это был один из лозунгов, в том числе и Гитлера, который на фоне очевидных преследований людей по расовому и этническому признаку говорил, что это внутреннее дело Германии, а ничего больше. Само слово «нация» появилось в употреблении гораздо раньше, чем возникла теория о государстве нации. Оно пришло из Древнего Рима. С точки зрения латинского языка, нация – это народ, который создал свое государство. Тот этнос, который создавал свое собственное государство, чья воля и стремление организовать свою жизнь реализовывалось в создании государства и был нацией. Поэтому долгое время в Римской республике, а позже даже и в империи, значительная часть населения в римскую нацию не входила. Они были завоеванные народы, поставлявшие рабов, работавшие на римлян, терпевшие их иго, подвергавшиеся насильственной ассимиляции, платившие налоги, но римлянами не бывшие и не считавшиеся римлянами нацией. Итак, нация – это тот народ, который либо создал государство и, соответственно, является государствообразующим в нем, государствообразующим народом, либо народ, который готов создать государство, и если ему ничто не помешает, он это сделает. Либо народ, который имел государственность в прошлом и был лишен ее, как правило, насильственно. Посмотрим, к кому это приложимо в Крыму. Думаю, много спорить не надо, это крымские татары. Что касается других коренных народов Крыма, то у крымчаков, как у общины, никогда отдельного государственного подобия не было. Они входили, как мы это рассматриваем в их истории, видим, в состав хазарского каганата, гораздо более обширного государства, для которого Крым, а уж тем более территория, населенная предками крымчаков, были относительно небольшой частью, и которые не были самостоятельными суверенными государствами. Что касается караимов, он также был частью населения или народов хазарского каганата, однако есть основания полагать, что когда каганат распался, то в течение некоторого времени существовало караимское княжество, точнее говоря, по-караимски Карай-Бейлиги, караимский бейлик. Правда, он назывался не национальным образом, а как Кракьер Бейлиги, то есть Бейлик-Кракьер, но, тем не менее, по сути, он был караимским. По крайней мере, у караимов сохранялся, и даже сейчас сохранился княжеский, по-русски говоря, титул бей или би, но это все было очень давно. По сути говоря, караимское княжество или бейлик еще в XV веке, в общем-то, достаточно безболезненно вошел в состав Крымского ханства, стал его союзником младшим. Ну а в конечном счете, при сохранении карайской или караимской знати, она стала тоже частью знати Крымского ханства. Аристократии не случайно у караимов, живущих в Джуфткале,
был официальный титул Тарханы, один из видов крымско-татарской аристократии. Если говорить об урумах и румеях, потомках смеси первых эллинских поселенцев, более поздних переселенцев из Рима, Восточного Рима, или, как ее неправильно называют, Византии, смешавшихся с тавро-скифским и в значительной степени готским населением, причем в урумах есть значительная доля тюркской, но до половецкой крови, и культура от скифов, аван, асов или хасов, хазар, то традиции собственной государственной у них были, княжество Феодора. Но вместе с тем они были давно утеряны. К тому моменту, когда Суворов в 1778 году, Румянцев там и вообще российская военная администрация переселил их в район современного Мариуполя, последним их государством было Крымское ханство, подданными которого они были на этот момент. Именно Крымское ханство обеспечивало и представляло их интересы до депортации в Приазовье. Это не просто красное слово. В ханском диване была специальная должность тат-арасы, то есть старейшина татов. Ара в тюркских и не только тюркских языках. Этот титул есть у таких нетюркских народов, как берберы и курды, но он заимствован у тюркских народов. Означает не только родство, но и должность старейшины. Так или иначе, Крымское ханство при, безусловно, огромном численном преобладании крымских татар выражало, обеспечивало и поддерживало интересы, в том числе и меньших по сравнению с крымскими татарами, коренных народов Крыма. Следующий критерий, о котором говорит Хосе Мартинес Коба, это территория и этническая самобытность. В определении Коба отмечается, что коренные народы развивались на собственных территориях. Разумеется, коренные народы Крыма развивались на собственных территориях. Первоначально границы Крымского ханства простирались от Дуная на западе, на востоке до ныне несуществующего города Укек под Саратовом. Понятное дело, что исторически они менялись, эти границы, но в общем и целом представимо, какая это была территория. В результате последующих событий они в течение столетий сокращались. После падения ханства в 1783 году со всех территорий за пределами Крыма, будь то нынешняя Кубань, или, как, собственно, первоначально она именовалась, Кубань, регионы Северного Причерноморья, крымские татары были вытеснены, частично физически истреблены или изгнаны. По сути говоря, крымские татары остались только на территории Крымского полуострова, который исторически представляет едва ли даже 10-ю часть их первоначальной этнической территории еще 250 лет назад. Далее в определении отмечается, что коренные народы считают себя отличающимися от других слоев общества, преобладающих в настоящее время на этих территориях или на части этих территорий. Разумеется, коренные народы Крыма считают себя отличающимися от других слоев общества. Тут обращает на себя внимание выражение «слой общества». То есть не группа, не территориальная общность, а именно слой. Дело в том, что коренные народы очень часто оказываются в ситуации, когда они живут вперемешку с представителями других национальностей, которые теперь преобладают на их исторической территории. Они могут нигде не составлять большинства. Поэтому это слой, очень точное слово. Далее в определении говорится, что коренные народы хотят сохранить, развивать и передать будущим поколениям территорию своих предков и свою этническую самобытность в качестве основы для продолжения своего существования как народа в соответствии со своими собственными культурными особенностями, социальными институтами и правовыми системами. Разумеется, крымские татары совершенно не хотят ассимилироваться. Если ассимиляционные процессы происходят, то это вопреки нашему желанию. Особенно важны тут слова о продолжении своего существования как народа. Не как группы людей, не как отдельных лиц, а существование как народа, целостного этноса, сохраняющего свою уникальность, самобытность и отдельность от других этносов.
Что же касается культурных особенностей, то под ними понимается как традиции, так и язык, образ жизни народа, многое другое. Социальные институты – это семья, религиозные общины и учреждения, отношения между людьми, способы разрешения конфликтов, способы самоорганизации. Говоря о правовых системах, надо иметь в виду, что обычаи и традиции коренных народов для них самих часто являются нормами, которые поддерживаются большинством соотечественников, даже если они отсутствуют в официальном законодательстве. Тут начинаются специфические теоретико-юридические вопросы, но не вдаваясь сейчас в подробности, скажу, что теория государства и права различает право и закон, право и законодательство. Поэтому правовые нормы – это не обязательно нормативно-правовые акты, изданные государственными органами. Это общепринятые в том или ином народе правила поведения, поддерживаемые его институтами, его санкциями, его традициями. Еще одна важная черта – это историческая преемственность. Как видно из определения, для коренных народов характерна историческая преемственность. Это очень сильно отличает их от национальных, языковых и религиозных меньшинств. Итак, историческая преемственность заключается прежде всего в проживании коренного народа на землях предков или, по крайней мере, на части этих земель. Вот так это определяет Коба. На землях предков или, по крайней мере, на части этих земель. Безусловно, для крымских татар, караимов и крымчаков это так и есть. Для крымских татар разве что больше подходит вариант части этих земель, потому что Крымское ханство даже на последнем этапе своего существования, перед самой гибелью, не ограничивалось только территорией Крымского полуострова. Поэтому крымские татары, которые даже в Крыму сейчас живут не везде и неравномерно, безусловно, живут лишь на части тех земель, на которых жили наши предки. Что касается общего происхождения с группами, первоначально занимавшими эти земли, это интересная тема, поскольку подача истории Крыма в большинстве книг, как учебных, так и популярных, и даже научно-исследовательских, долгое время следовала такой схеме. Сначала были эллины, тавры, скифы, потом готы, аланы, потом еще кто-то, и вот в XIII веке в Крым ворвались татары. Интересно, что во многих случаях такая трактовка совпадает и у русских, и у украинских историков. Это не случайный подход, это делалось для того, чтобы показать, что, по крайней мере, у крымских татар нет исторических корней в Крыму. Но для тех, кто внимательно изучал историю Крыма, невозможно отрицать, что крымские татары происходят не только от тех тюрков-завоевателей, которые вторглись в ходе похода Бату-хана в Восточную Европу, но и от более древнего населения, включая в том числе и эллинское, хазарское, готское население и так далее. При элементарном внимании это все выступает наружу. Это проявляется в культуре, антропологии, традиции, музыке, даже в еде. Крымские татары, как и другие коренные народы Крыма, впитали в себя буквально кровь и генетику более древнего населения Крыма. Ну, собственно говоря, цикл наших лекций «Народы Крыма», он этому и посвящен. Но к тому же, если кого-то это интересует специально, посмотрите ту лекцию, которая называется «Теория геноцидов». Там этот вопрос разбирается подробнее. Перейдем теперь к вопросу культуры и религии. Собственно говоря, все коренные народы Крыма мало отличаются друг от друга в светских проявлениях культуры. Хотя отличия есть. И такие как бы четкие, по которым именно человек из коренных народов, он сразу почувствует, с кем он имеет дело. С крымчаком, допустим, или с урумом, или с крымским татарином. Например, хайтарма – это общий танец для всех коренных народов Крыма. Практически все они делают чебуреки, пусть они и по-разному называются. Допустим, у чебурек – это крымско-татарское название, а караи говорят чер-чер. Национальная одежда их очень похожа, а вот религия – да. Собственно говоря, коренные народы Крыма в значительной степени разграничивались в ходе истории и консолидировались по религиозному признаку, как и в любом средневековом обществе, как и предки любой современной
нации в значительной степени. Национальная одежда. В современном мире мало что сохранилось от традиционной одежды. Тем не менее, у крымских татар в торжественных случаях во время свадьбы или дуа очень часто используются элементы традиционной одежды. Но можно сказать, что одним из наиболее таких приверженцев традиционной одежды в особых случаях являются японцы. Это явно не Крым, но это общая тенденция того, как используется традиционная одежда и ее элементы в нынешнем мире. Это часть нашей культуры. Образ жизни. Когда народ лишен всей своей земли, то вряд ли можно ожидать, что он будет заниматься, допустим, разведением коней или выпасом овец на иле. Но, тем не менее, сегодня мы видим возрождение из небытия национальных ремесел, национальной кухни, праздников. Это все часть образа жизни, как и традиции большой семьи, уважение к старшим. Язык. В результате отсутствия на протяжении десятилетий учебников родного языка, ну и тут гораздо важнее и шире не просто учебников, а любого способа использования или закрепления, или передачи родного языка, кроме стихийного общения, в инонациональной среде, многократно превосходящей по численности самих крымских татар. Отсутствие преподавания его в школе, конечно же, языки коренных народов Крыма пострадали. Тем не менее, практически во всех переписях крымские татары указывают крымско-татарский язык в качестве родного. Проживание в определенных районах страны или регионах мира. Сам Крым – это последняя территория, где остались крымские татары в массе своей. Те, кто живут за пределами Крыма, были туда изгнаны или ушли в эмиграцию по экономическим причинам. Обезземеливание, религиозные притеснения, опасения репрессий и так далее. Что касается определенных регионов мира, то большая крымско-татарская диаспора в Добрудже, это территория пограничная между Румынией и Болгарией, это первые волны эмиграции. В то время эти территории были под властью Османской империи. Миграция шла и на территорию современной Турции. Там есть целые села и города, такие как Эскишехир, основанные крымскими татарами. Они вынуждены были покинуть Крым и селились там вместе. Так называемые прочие, относящиеся к делу факторы. Это, например, чувство общности между всеми крымскими татарами мира и понимание, что Крым – их историческая родина. Это интерес крымско-татарской диаспоры к тому, что происходит в Крыму с крымскими татарами. Это культурный обмен. Это создание, пусть еще не массовое, семей, где кто-то является выходцем из Крыма, а кто-то в нескольких поколениях живет в диаспоре. Это далеко не полный перечень. Что интересно, Хосе Мартинес Коба подвел итог еще таким образом, что коренными народами являются те, кто в последние 500 лет пострадали от колониализма. Речь идет не о древних шумеро-вавилонских войнах или египетско-хетских, а о последних 500 годах истории и об активной колониальной экспансии европейских государств как на заморские территории, так и на сопредельные с этими государствами. Есть второе международно-правовое определение коренных народов, которое содержится в действующем международном нормативно-правовом акте. В 1989 году Международная организация труда приняла Конвенцию о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах номер 169, которой дала юридическое определение этому понятию. Цитата. «Народы в независимых странах, которые рассматриваются как коренные, ввиду того, что они являются потомками тех, кто населял страну или географическую область, частью которой является данная страна, в период ее завоевания или колонизации, или в период установления существующих государственных границ, и которые, независимо от их правового положения,
сохраняют некоторые или все свои социальные, экономические, культурные и политические институты. Конец цитаты. При этом конвенция подчеркивает, что, снова цитирую, указание самих народов на их принадлежность к числу коренных или ведущих племенной образ жизни рассматривается как основополагающий критерий для определения групп, на которые распространяется положение настоящей конвенции. Конец цитаты. Как видим, это определение называет некоторые признаки, по сути, совпадающие с признаками первого определения. Это не случайно, оно выработано позднее, а я имею честь быть лично знакомым с основным автором, разработчиком этой конвенции, сотрудником Международной организации труда Ли Свепстеном, человеком очень популярным среди коренных народов, который работал в Международной конвенции труда, там я его, и Международной организации труда, там я его и застал, там и познакомился. И он американец по гражданству, при всем при этом замечательный, очень компетентный сторонник и защитник коренных народов. И, конечно же, это определение Ли Свепстена, второе, учитывало и сам текст доклада Коба, и последующие наработки в этой сфере. К ним можно отнести такие, как они являются потомками тех, кто населял страну или географическую область, исторически сохраняют некоторые или все свои социальные, экономические, культурные, политические институты, однако есть и заметные важные отличия. Разберемся с ними. Цитата. Народы в независимых странах, которые рассматриваются как коренные. Это что? Во-первых, это констатация того, что в нынешних государствах может быть не один народ-нация, как повелось в европейской науке XIX века, кто создал этого государства и управляет им, но и другие народы, чьим государством эта страна не является. Тем не менее, это не часть какого-то многонационального или однонационального народа, а отдельный народ, живущий, существующий наряду с доминирующим народом или народами. Это ответ тем попыткам политических спекуляций, когда кто-то заявляет: да мы все тут одинаковые, равноправные, равномерные, не надо выделяться. Как правило, это представители доминирующего народа нации, которые пытаются замолчать, заретушировать наличие коренных народов с их собственными правами и интересами. Бывает и подпевалы из национальных меньшинств, которым тоже часто не нравится, что есть еще кто-то, обладающий иными правами, чем они. Само наличие независимой страны вместо бывшей колонии нередко трактуется представителями ныне доминирующей нации как факт отсутствия какого-либо колониального угнетения или неравноправия с момента так называемого обретения независимости. Ну, типа, мы тут теперь все чилийцы, сбросившие колониальное испанское иго. В том же Чили существует коренной народ – мапуче, или как его зовут на испанском – араукана. Он составляет примерно 10% населения Чили, которые в свое время отстояли свою независимость от инков, успешно сопротивлялись испанцам, а окончательно отняло у них землю, Южное Чили, уже независимое антиколониальное чилийское государство. Демократическая республика. Задолго до Пиночета. В жизни, к сожалению, очень часто совсем не так весело, как в официальной истории. Поэтому в международно-правовой теории существует еще и термин «внутренний колониализм». Здесь, кстати, есть один важный момент – различие в понимании коренных народов в международном праве и в быту, или даже в обычной истории, или привычной кондовой политологии. Коренной народ – это не просто народ, живущий издревле на какой-то территории, а народ, не имеющий или лишенный своего государства. Что я имею в виду? Приведу пример. Существует современное государство Фиджи, член ООН с 1874 по 1970 года колония Великобритании.
В историческом смысле его коренной народ – фиджийцы. Оно, конечно, очень хорошо, но кто такие эти фиджийцы? Звучит, примерно так же, как аргентинцы, чилийцы, австралийцы, американцы, и тому подобное. Разве нет? Да вот нет. Дело в том, что фиджийцы отличаются от всех названных, аргентинцев или американцев или канадцев, тем, что они прямые потомки коренного населения. По сути, одного из видов тех, кого называют папуасами. Папуа. А все остальные, перечисленные выше, в большей или меньшей степени потомки колонизаторов, захвативших эти территории силой и войной, как раз у коренных народов. А потом, так сказать, освободившихся от своих родин, откуда они бежали на эту новую землю, захватывали ее и убивали коренных, которых они позже начинают именовать свои бывшие метрополии и родины захватчиками и угнетателями, как знаменитая американская освободительная революция и война против Великобритании, и образовавших некие новые нации, где коренные истреблены, как в Уругвае, например, или почти истреблены, как во многих других. Близкие родственники фиджийцев живут в своем собственном государстве Папуа-Новая Гвинея. Это восточная часть острова Новая Гвинея, западная принадлежит Индонезии. Там папуасы составляют мизерное меньшинство по сравнению с основным населением индонезийского государства. А вот маори в Новой Зеландии, гавайцы в США, целый ряд племен в Индонезии, коренные жители острова Пасхи, Чили, не имеют своих государств. При всем их историческом, этнокультурном, антропологическом сходстве они обладают принципиально разным международно-правовым и политическим статусом. Фиджийцы и папуасы, та часть, которая из Новой Гвинеи, Папуа, они нации. У них собственное независимое государство. А остальные изначально практически такие же. У гавайцев, обратите внимание, до захвата их островов в 1898 году, до 1898 года, за 2 года до 20 века, Соединенными Штатами Америки даже существовало собственное государство, королевство, признанное рядом европейских держав, включая Великобританию и Францию. Так вот, те, кто утратили свои государства на этих территориях, коренные народы. Нация – обладатель собственного государства, коренной народ – нет. И история здесь играет определенную роль, но не определяющую. История колонизации, деколонизации, появления и становления современных стран и государств очень сложна. И чаще всего нынешние страны далеко не совпадают по своим географическим очертаниям со странами доколониального периода, древности и средневековья. Поэтому здесь используется достаточно сложная формулировка. Страна или географическая область, частью которой является данная страна в период ее завоевания или колонизации, или в период установления существующих государственных границ. Рассмотрим ее применительно к Крыму и его коренным народам. Коренные народы Крыма, за исключением явной диаспоры, за его пределами, живут в Крыму, который с момента разрушения Крымского ханства попадал под юрисдикцию или, как часто говорят, входил в состав разных государств. Государства менялись, коренные народы по-прежнему жили в этой географической области. Несмотря на многоразовые миграции, для того, чтобы некоторые коренные народы перестали в нем жить, потребовались принудительные меры 1778 или 1944 годов, когда коренные народы подверглись этнической чистке в форме тотальной депортации. Само стремление крымских татар, несмотря на все трудности и препятствия массово вернуться на родину, демонстрирует, по крайней мере, 2 неоспоримых факта, важных для понимания сущности коренных народов. Их особую внутреннюю связь с этой землей, не сводящиеся просто к размещению и хозяйственной деятельности, о чем уже говорилось выше, и историческую преемственность с народами, племенами, нациями или нацией, которые жили здесь
и до момента колонизации, и при колонизации, и после формального прекращения образования современных независимых государств. Если обратить внимание на период установления существующих государственных границ, то как ни крути, при установлении любых существующих границ крымские татары и два других коренных народа, живущих в нем сейчас, караи и крымчаки, жили в нем и при образовании СССР в 1922 году. Кстати, на договоре об образовании СССР стояла подпись одного из представителей Крымской ССР, единственной из так называемых автономных республик наряду с Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР, Советской Федеративной Социалистической Республикой. Так что по вопросу о границах о чем речь? Если брать границы 1991 или 2014 года, абсолютно то же самое. Крымские татары, караимы, крымчаки жили в Крыму и продолжают жить, несмотря на все перипетии. Это вообще характерно для коренных народов, чье государство не существовало или было разрушено. Власть над ними и их территории меняется, они продолжают жить на своей земле или, по меньшей мере, пытаются жить на ней всеми силами. Здесь важно отметить, что настоящая конвенция вовсе не требует, чтобы коренные народы для признания их таковыми вели архаичный образ жизни, который был присущ их предкам 100, 200 или 500 лет назад. Слишком много изменилось на планете, чтобы тот или иной народ сохранял в неприкосновенности тот стиль жизни, который был ему присущ традиционно. При этом преамбула Декларации ООН о правах коренных народов констатирует, что все народы вносят вклад в многообразие, богатство, цивилизации и культур, которые составляют общее наследие человечества, и признает насущную необходимость уважать и поощрять неотъемлемые права коренных народов, основанные на их политических, экономических, социальных структурах, а также на их культуре, духовных традициях, истории, философии, особенно их права на свои земли, территории и ресурсы. Что уважение знаний, культуры и традиционной практики коренных народов способствует устойчивому и справедливому развитию и надлежащей заботе об окружающей среде. Что положение коренных народов различно в разных регионах и в разных странах, и что необходимо принимать во внимание важность национальных и региональных особенностей и различных исторических и культурных традиций, и устанавливать достаточно широкий перечень прав коренных народов, в том числе в культурной сфере. При этом Конвенция подчеркивает, что указание самих народов на их принадлежность к числу коренных рассматривается как основополагающий критерий для определения групп, на которые распространяется ее положение. Полагаю, что данный признак применительно к крымским татарам, караимам, крымчакам и обсуждать нечего. Подводя итог, можно сказать, что коренные народы – это не какая-то экзотическая штука на другой стороне Земли, которую нужно показывать по телевизору или Ютубу в развлекательных программах. Коренные народы – это такие же народы, как и все остальные. Они имеют право свободно развиваться и использовать экономические, культурные, научные достижения современного мира, а не только там рубить деревья каменным топором или заниматься вручную там охотой на рыбу острогой. Вовсе не так. Это не современный международно-правовой подход. В следующем эпизоде лекций о народах Крыма вы узнаете о том, какие ключевые критерии отличают коренные народы от национальных и этнических меньшинств, и как эти критерии применимы к крымским татарам, караимам и крымчакам. Мы сравним международно-правовой подход к тем или иным народам с тем, какой официально существует в России.